Здравствуйте, я Жансая. Добро пожаловать на третий урок. Мы начинаем. Сәлеметсіздер бірге мен Жансая. Қазақ тілін оқуды ары қарай жалғастырамыз. 3-ші сабаққа қош келдіңіздер. Мы с вами учились говорить про тебя и про себя. А сегодня мы с вами будем учить говорить про тебя. То есть ты только в вежливой форме. Сіз. А определяемому слову добавляем окончание «сыз» либо «сіз» по закону сингармонизма. Например, «сіз ақылдысыз», вы умный, да? «Сіз әдемісіз», вы красивый. В казахском языке нету рода, соответственно, он и она будет переводиться как «ол». Также определяемому слову не будет добавляться окончание. Она жанар, ол жанар. Он алмаз, ол алмаз. То есть и первому, и второму мы говорим ол, и окончание не добавляем. Также хочу обратить ваше внимание, что в русском языке, если вопрос «кто» задается для всех одушевленных, подходит для всех одушевленных, то в казахском языке это не так. То есть мы задаем данный вопрос только для людей. Ол кім, ол жанар, ол кім, ол алмаз. Давайте теперь закрепим и повторим. Мен ұстазбын, сен ұстазсың, сіз ұстазсыз, ол ұстаз. Отлично. В казахском языке также есть барыс септік, что в переводе означает дательно-направительный падеж. И отвечает он на вопросы кімге, неге. Отвечая на эти вопросы, определяемому слову добавляем га, ге, либо ка, ке. Если слово оканчивается на БВГТ, либо на глухие, то добавляем ха, ке. Если слово заканчивается на остальные буквы, то добавляем га, ге. Также окончание добавляем по закону сингармонизму, то есть если последний слог у нас твердый, то добавляем первую пару, либо га, либо ка. Если последний слог у нас мягкий, добавляем либо ге, либо ке. Давайте попробуем закрепить данную тему и сделать упражнение. Мектеп кеттім. Мектепке кеттім. Қонақ бардым. Қонаққа бардым. Асхана жеттім. Асханаға жеттім. Көше шықтым. Көшеге шықтым. Отлично, вы отлично справились. Давайте разберем эти предложения, которые мы с вами проговорили. В вышеперечисленных предложениях мы сказали в прошедшем времени про себя. Мен мектепке кеттім. Я ушел в школу. Мен в переводе будет я. Мектеп, последний слог у нас является мягким, и последняя буква у нас глухая, согласная. Поэтому добавляем ке. Мектепке. Но здесь хочу обратить ваше внимание на сказуемое кеттім. Кеттім. Чтобы поставить слово в прошедшее время, нужно добавить к глаголу ДТ либо ТТ. И если говорящий говорит про себя, то нужно добавить «м», а если говорящий говорит про тебя, то добавить «м». Давайте попробуем сказать «я пришел». Мен кель. Л у нас не БВГД и не глухая, и последний слог мягкий, поэтому добавляем «д». Мен кель д м. Мен кельдім. А теперь попробуем сказать «сен», «ты». Сен кельді м. Сен кельдің. Добавляем «м». Мен оқыдым. Мен көрдім. Мен қарадым. Сен оқыдың. Сен қарадың. Сен көрдің. Теперь все, что мы прошли, соединяем и будем путешествовать вместе с «өз елім». Я поехал в МДУ. Давайте вспомним, что в казахском языке всегда сказуемое стоит на последнем месте, а подлежащее стоит на первом месте. Подлежащее здесь мен, это я, да? Мен, медиу. Медиу у нас не заканчивается на БВГД и не на глухую, соответственно добавляем либо га, либо ге. То, что у нас последний слог идет мягкий, добавляем ге. Мен медиуге кет. Кет. У нас идет глухая. Добавляем либо т, либо т, так как у нас
слог идет мягкий, добавляем т. Кеттім. Мен кеттім, да, говорим про себя. Мен кеттім. Мен кеттім. Мен медеуге кеттім. А давайте теперь попробуем сказать, что сен, что ты, да? Сен медеуге кеттім. Все точно так же, все очень просто. Попутешествуем вместе с Узелем. Попробуйте перевести на казахский язык. Я приехал в Алтай. Мен Алтайға келдім. Ты уехал в Чембулак. Сен Шымбулакқа кеттің. Я поехала в Боровое. Мен Бурабайға кеттім. Ты уехал в Сарыарку. Сен Сарыаркаға кеттің. Отлично. Очень часто спрашивают, как правильно сказать на казахском время. На самом деле это несложно, и мы сегодня с вами в этом убедимся. Сегодня мы с вами пройдем часы и время и ответим на вопрос «Сағат қанша», «Уақыт қанша». Можно добавить также «болды». «Сағат қанша болды», «Уақыт қанша болды». Для того, чтобы ответить, давайте возьмем часы. Вот у нас. В казахском языке есть 4 позиции времени. Обратите внимание на циферблат. Первая позиция – это когда ровно. Вторая позиция – это у нас половина. Третья позиция – это у нас с ровно до половины. И четвертая позиция – это у нас с половины до ровно, то есть после 30 минут до часу. Для начала рассмотрим первую позицию, она самая простая, это когда время ровно. Например, время ровно 10, да? Сағат тура 10 болды. Сағат тура 8 болды, это время ровно 8. Время ровно 6, да? Сағат тура 6. Не болмаса, сағат тура 6 болды. Сағат қанша болды? Сағат тура 6 болды. А теперь давайте рассмотрим третью позицию времени, это половина, то есть это 30 минут. Например, у нас время 8:30. Берем, сколько у нас есть часов, и к нему добавляем жарм, слово жарм. Это означает половина. Если в русском языке мы говорим час, который у нас будет, а в казахском языке наоборот, мы говорим, сколько у нас есть, и к нему добавляем половину, то есть жаром. Слово жаром добавляем. Например, время у нас 8:30. Мы говорим сағат 8 жаром. Четвертая позиция – это с половины до ровно. Это у нас получается с половины до ровно. Это значит больше 30 минут. Четвертая позиция – это с половины до ровно. С половины до ровно, то есть больше 30 минут. Давайте возьмем время 13:45. ЕКГ 15 минут қалды. Давайте вторую и третью позицию оставим на следующий урок. Мы все знаем, что никто не говорит 21:00, либо 18:00. И нам пригодятся обозначения времени суток. И, конечно же, узнаем, как они правильно пишутся и как правильно выговаривать. Таң, утро, түс, обед, кеш, вечер, түн, ночь. Например, кешкі 6 – это 18:00, а түскі 2 – это 14:00. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше қатысқандарыңызға рахмет.